Здравствуйте, уважаемые! Сегодня мы разбираем урок номер 4. Сурет Саламан. Я рисую. Занятие проводится по учебнику «Казах тілі Балапан», издательство «Көкжиек Горизонт». 2 класс, книга 1, раздел 1, страницы с 12 по 13. Запишем эти фразы в словарную тетрадь. Кімнің суреті? Чей рисунок? Алибектің суреті. Рисунок Алибека. Мен сурет саламын. Я рисую. Сен сурет саласың. Ты рисуешь. Ол сурет салады. Он или она рисует. Ребята, на сегодняшнем занятии разделы «Жаңа сөздер» – новые слова и «Дұрыс айт» – произноси правильно – придется рассмотреть параллельно. Для вашего удобства слова из раздела «Жаңа сөздер» мы выделили желтым цветом. Итак, слово «сурет» в зависимости от контекста может означать рисунок, портрет, картина, изображение, иллюстрация, фотография. Сурета имеется в виду чей-то рисунок или портрет. Мы должны, по мнению создателя учебника, произносить «суреті». Слово «кімнің» переводится «чей». Обратите внимание, как мы должны произносить слова «мамин» или «папин», «анамның», «акемның». Выражение «сурет саламын» переводится «я рисую» или просто «рисую». Саласың происходит от слова «салу», и у него очень много значений. На сегодняшнем уроке будет подразумеваться сурет салу. Сурет саласың – рисуешь. Қағаз – бумага. Прочитаем и переведем надписи к иллюстрации. Бұл кімнің суреті? Это чей рисунок? Бұл атамның суреті. Это рисунок моего дедушки. Бұл әжемнің суреті. Это рисунок моей бабушки. Бұл әкемнің суреті. Это рисунок моего отца. Бұл анамның суреті. Это рисунок моей мамы. Мен сурет саламын. Я рисую. Сен сурет саласың. Ты рисуешь. Ол сурет салады. Он или она рисует. Задание первое. Дан текст. Давайте прочитаем и переведем его. Бұл қағаз. Қағаз ақ. Это бумага. Бумага белая. Менің қарындаштарым бар. Если делать прямой перевод, звучит немного нелепо на русском языке. Мои карандаши есть. Конечно, правильно переводить. У меня есть карандаши. Мен әжемнің суретін саламын. Я рисую портрет моей бабушки. Сен әкеңнің суретін саласың. Ты рисуешь портрет твоего отца. Ол атасының суретін салады. Он рисует портрет его дедушки. Или она рисует портрет ее дедушки. Задание второе. К какому из этих рисунков мы можем задать вопрос «Бұл кім?» Это кто? Ребята, в казахском языке этот вопрос задается только по отношению к людям. Ко всему остальному, даже если это представители живой природы, животные, рыбы, насекомые, задается вопрос «Это что?» «Бұл не?» А теперь давайте зададим этот вопрос «Бұл кім?» «Это кто?» и ответим на него в тех случаях, когда это можно. Бұл ата. Это дедушка. Бұл әже. Это бабушка. Бұл қыз. Это девочка. Или бұл әнел. Это Анель. Задание третье. Нужно вписать вместо многоточий правильные личные окончания.
Мен сурет саламын. Я рисую. Сен сурет саласың. Ты рисуешь. Ол сурет салады. Он или она рисует. Раздел «Жаттайық». Выучим наизусть. Автор стихотворения Жансая Серік. Түрлі сурет саламын, ұшталсын деп қаламым. Ер жеткенде күні ертең, мен суретші боламын. Раздел «Есте сақта», запомни. По результатам сегодняшнего занятия мы должны запомнить следующее выражение. Мен сурет саламын. Я рисую. Бұл менің қарындашым. Это мой карандаш. Наш урок закончен. Надеюсь, он был для вас полезным. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и порекомендовать нас своим друзьям. Канал «Школьный казахский. Подсказки на русском» от всей души желает вам больших успехов в изучении казахского языка. До скорых встреч!